Информационная программа «Вести Кудымкар Велиштиангат», студия Андрина Батуева, Бур Рыд, Талн выпускын. Кудымкар ремонтирует на гравийной Туез. Юсинский район началась зажимки Немави Жалун. Кудымкар ремонтирует на Туез, Кариш Вит, улица Вефтина, Щебенин. Туезлан ремонт шертик администрациялам плана пыриса не только Кудымкар шерич главные улицы, уджез мунаной перифериян. Улица эскатен еще не важен эзверм ветлотный кучом техника, в этом нормативное состояние. В рамках текущего ремонта в городе Кудымкаре завершается ремонт участков улично-дорожной сети в щебеночном исполнении на 5 улицах города. Это улицы Жукова, Свободы, Солнечная, Пушкина и Щорса. Подрядчиком выступил ИП «Агафуров», город Пермь. Сумма контракта порядка 5 миллионов рублей. После завершения ремонтных дорог приемку дорог будет принимать специально созданная комиссия. Ашнес уджалыще сторечина, мы умальтуезен аркмам ситуация, карын веша бурладора, щебенен вефтем дорожное полотно, кысья тырманы дыркежа. Даже на грейдере местами Эгерну проезжать. Буксовал, подумали, щебень сейчас сложим. И посажу по улице. Первый слой положим, потом равнять будем все. Ну, вот, например, экстерного шеи, заезда, без шеи, объезжали. Любая машина сейчас как раз, эти полностью уравны. Пондо там участь чужая таса помощь, лишь там улица с подрядчик считас август месяца. Сия ЖК кираса тротуарыз, луныч луна участь пондо часа Кудымкар главная улица из Вылын, кытыч чевтиса ваш асфальт. Кудымкарский район уна челядя семья Луис Медбуран всероссийский конкурс Вылын. Кадры презентационного ролика семьи Гатаулиных в формате спектакля показывают, как живет семья из 7 человек. На всероссийском конкурсе «Семья года» они стали первыми. Мама, тут еще один кабачок! А это уже настоящие трудовые будни. Каждую пятницу после работы выезжают за город, на ферму. На данном этапе идет сбор урожая. Старшая дочь Алена присматривает за остальными. Собираем кабачки, собираем капусту, собираем помидоры, огурцы. Самый младший у нас Артем помогает папе по хозяйству кормить свиней и куриц. А кроме этого в хозяйстве целая свиноферма, коровы, куры. Ферма расстилается почти на 3 гектара. Сами косят сено, делают заготовку кормов на зиму. Стоит ферма для поросят, ферма для коров. Также у нас есть маленькие поросята, маленькие телята есть. В семье Гатаулиных 3 родных детей и 2 приемных племянниц, которые уже давно стали членами семьи. В конкурсе участвуют 2-й год подряд. В прошлом году стали лучшими на краевом этапе, а нынче на российском. Участвовать в конкурсе семья Гатаулиных начала в прошлом году. Тогда они заняли 1-е место в номинации «Лучшее подворное хозяйство». Ну а в этом году на всероссийском конкурсе заняли 1-е место в номинации «Лучшая многодетная семья». Всего в конкурсе принимало участие более 300 семей в 5 номинациях из 37 регионов России. Награждение победителей состоится 23 ноября. А победители из Кудымкара до конца осени планируют завершить огородный сезон, а после будут готовиться к поездке в Москву, где и состоится торжественное награждение. В прошлом году и мы встречались с губернатором. Нам было это очень радостно. Сейчас мы надеемся, что мы встретимся с президентом. Дети очень мечтают об этом. Дмитрий Буланов, Денис Дульцев, Вести, Пермь. Лучшая придомовая территория. Конкурс Ланвермишин Кудымкарын того Луис Плеханова 17 и 15. Этнокерку из ГГР Карн Медбычам. Басок комфортный и буденный слаглянича анитатен Плеханова 17 до 15. Кирку из Лантасажеич председатель Отлан инициативный олищескат. Благоустроитися Ащинс двор. Идея лишетна кирку ГГР мыка Ащама да бычама чужи сважинни. Иния Ащнс пыртиса мечта Олана. Это все сами своими руками. Мы потратили деньги только на краску. То, что покрасили вот эти вот наши вазочки, цветочки. А остальное все сделано своими руками. Все возила с деревни. Сначала смастерили этот заборчик, мне понравилось. А чтобы не сделать еще и в другом месте, поехала в деревню, еще нарубили ивы, еще построили заборчики дальше, и возле того дома, и это самое. Потом думаю, надо что-то другое. И идея пришла мне вот эти вот березки забить тоже, колышки из берез.
тоже смотрится ничего. А потом весна была плохая, цветов нету, ничего не цветет. Думаю, давайте мы пластиковые сделаем цветочки. И давай резать из пластиковых бутылок, их красить ромашками. Разукрасили, пока еще этих цветов не было. У нас опять стало уютно, красиво. А сейчас уже и все зацвело. Посмотрите, какая красота. Лășătămăs lunăș lun только ăctă complimentez. Джориджизан быткоть композициез, колесоез ишкером клумбаез. Садитăмăs да мастеритăмăs глинитче челядла и уджиттезла. Сказочный да мультяшный персонаж злан авторез, сиджа ашны скеркуиш олищез. Я живу в другом городе, а когда приехал сюда, очень удивился. Раньше тут просто цветы были одни, а сейчас приехал, все разукрашено, цветы, всякие клумбы, все круто. Спасибо, что украсили двор. Керны быдас это активная морты звермиса как месяц коста. ТСЖЛом председатель благодарный быданнесла кин приметис участие. Аскиезом благоустроенная территория пример мадиккезла. Говорят, мой дом – это моя крепость. Приятно жить, где чистота, порядок, уют, цветы. Эше тик изюминка, каден они гордичено, отир садитам пуез. Керку сайн быца сад. Еще одна идея ко мне пришла – посадить деревья к 80-летию нашего города на будущий год. Также поехала в лес, выкопала деревья, березки у меня, рябинки, сосны, сирень, калина. И целый месяц май мы занимались посадкой деревьев. Вот. Я потом посчитала, у меня получилось больше 80. Медбур дворлыш боштам статус, олищес думайте на вичны очлань. Кудым карлан юбилейке жен ялышеты на эше кыным кавиль кожин. Валентина Зубовалан эмошни идеяез, не зората слоктан года. Ирина Батуева, Александр Рябков. Вести, Кудымкар. Крестьянско-фермерское хозяйство из Кудымкарской района квать да скватя. Успешная Николасыч зорама хозяйство Каландия семьялан. Необытно отир понда натуральный продукт. Зюльганова деревня Саин кытан лынь да пода понда верчины один бур. Ащинс хозяйство зорота Каландиялан семья. Регистрирующий на крестьянско-фермерской ныла отцалс краевой программа «Пырет боштам грант». Первый капитал начинающий фермер из пуктиса Ащинс. А уж понда техника боштиса государства он считам деньга выла. Занимаемся разведением птицы, в основном это индейка, также есть гуси, утки, цесарки. Вся стадия проходит инкубация, рост и убой. Все делаем сами. Бытты на первый год кайезас фермерес пондачса дас год бырлань, анения бура тадын на кайез елиш быдас, петухез индюккес каткати тышкашин на часто, качественный добур продуктес быттымын это не кыч озмешает. Птицу, конечно, мы ростим чисто на, скажем, индейку, чисто на мясо. Это полезное диетическое мясо. Также у них есть и яйцо. Как годен отжиг том фермерезлан хозяйство пашкамис. Нилын фермашань верче мадик пода. Сие отир бытта на яйда, уна мадик полезные продукты с керем могиш. Индейку ростят в основном для мяса, а яйцо чисто для инкубации. Свиньи на мясо и молодняком продаем. Козы, но в основном козы у нас молоко дают. Конечно, мы работаем с такой целью, чтобы расширяться. И вообще-то сейчас жизнь-то такая, хочется все натуральное, и жизнь сама заставляет это делать. Дожирает не порше засиджа тырмавын, коласаныс эмыш и породистыш. Главное, шуа инька, пыта савердым, да аскада витаминны щетым. Секи результат потребителес радуйтас. Натурально шоян рынок вылак неакати не часто ешты на петкатны, бур продукты з отир понда пыр доступныш. Марина Каландия ытлан семья каткера быдыс гортас ачыс. Олджук переработкалыш дасан пиндыш нормаез. Это яйцо и индейки. Куриное яйцо, видно, и цесаринное яйцо. Это все наше собственное. Также у нас делаем мы творог. Творог можно делать и из козьего молока, можно делать и из коровьего молока, можно делать и совместный, кто как хочет. Сметана, сливки, масло и сыр домашний.
Делаем два вида, это сулгуни и брынзу. Также можно из козьего, из коровьего, совместно, кто как просит, так и делаем. Уджалан лун фермеризлым пондычы квачи жим чащань, но этим режим шекыт ноша моспельпон выла озвод. Отеркерена сия мы радейтана, быдаса крестьянско-фермерское хозяйство из Кудымкарской района квать да скватя. Куим да скуим, ла государство щет из финансовой отсет. Не программа «Пырет поддержка» лоас только вильгоден. Ирина Батуева, Александр Рябков. Вести, Кудымкар. Архангельская посадын чулатиса шуез вундемдыш зажинки нима важ обряд. Традиционные обрядовые танцы символизируют начало ежегодного праздника первого снопа зажинки, который проводится в селе Архангельское более 20 лет. Как правило, особое внимание уделялось первому снопу, потому что это самый главный. Как зажнешь, так и пойдет дальше жатва. Условия нынче экстремальные, все происходит в поле. Из-за сильных дождей поля залиты, дороги размыты, добраться не так-то просто. Но это не помеха для опытных жнецов. Те, кто приехал соревноваться в мастерстве, убирать зерно своими руками, приучены к этому с самого детства. Каждый готов поделиться навыками в создании самого правильного снопа. В один суслон ставится 10 снопов. 9 ставим, а 1 закрываем сверху. Это для того, чтобы не намокало зерно и стекало вот так. Праздник зажинки считается добрым знаком того, что урожай будет хорошим, а также напоминанием о тяжелом труде. Ведь еще в 60-х годах, чтобы собрать урожай, выходили всем селом и, не покладая рук, трудились в течение нескольких дней. Выходили-то не 5-10 человек, а не одна сотня народу-то. Рядом вот так вот шли и убирали. Сейчас ручной труд в прошлом. Сельхозпроизводители презентовали новую современную технику, которая уже полностью готова к только еще грядущему сбору зерна. Благодаря этой современной технике нам удается в сжатые сроки собрать более качественные и корма, и зерно собрать. 1 числа августа – начало уборки. Обычно в это же время проводят и праздник. Но нынче погода внесла свои коррективы. Из-за дождей его перенесли на целую неделю, а уборку зерновых, видимо, начнут еще позже. Праздник зажинки традиционно символизирует начало сборки урожая. Однако, по словам аграриев, до этого момента еще очень далеко. Чтобы пшеница до конца созрела, еще нужно никак не меньше 10 дней теплой и сухой погоды. А между тем первый сноп готов. Все прошло удачно, поэтому уверены, что несмотря на все трудности этого года, урожай будет богат. Дмитрий Буланов, Денис Дульцев, Вести Пермь. Православный отерлом пондачис Успенской пост. Пост из коласын сия медыджит. Успенской пост лыддена аршан. Сия кожналом Пресвятой Богородица, когда он вежалун, помало это постца. Начало Успенского поста – это как раз второй по строгости, можно сказать, такой пост после Великого. Но этот пост только 28 августа получается только 15 дней, то есть продолжительность у него короткая. Сегодня еще праздник изнесения честных древ животворящего креста Господня. Вот это такой праздник называется. Медовый спас – это в народе, говорится, потому что по обычаю в этот день приносят на освящение мед именно первого сбора. Читается молитва именно, чтобы Господь благословил этот мед через освящение, через молитву. И все вкушающие, именно кушающие этот мед, чтобы жили во здравии. Люди приносят мед, и сегодня принесли мед именно первого урожая. У нас 19 августа, Преображение Господне, и вот это второй спас, как говорят в народе, да. Третий спас 29 августа, это именно нерукотворного обруса Господа нашего Иисуса Христа. Вот, третий спаса, говорят, ореховый. Малыш спаса янла веритиш отер, йона почитайтена, и вая новичку, это вежалуна не только мошезан эктом ма. Из чего сделали? Из одуванчиков. Сами? Да. Сама. Сегодня принесли осветить? Да, принесла осветить. Потому что меда нету, нигде купить не смогла. И вот принесла и осветила. Вот, и он целебный, он помогает. Вот. И сегодняшняя вода целебная очень, и мед тоже. Завтра на медовой спаске же у нама эс шогм сичкач уджавна мошезла погодя бура эс щет. Приготовим дымер для работы. И пойдем к пчелам.
В последнее время Валерий Голя вместе со своей супругой в буквальном смысле не отходят от пчел. Своим прогнозом нынешнее лето пасечников не радует. Есть опасения остаться в этом году не только без меда, но и без пчел. Нынче погода такая, что пчелам работы нет почти что. И ульи пустые. Все надо подкармливать. Нынче уже 2 фляги меда подкормим. Не знаю, когда что прояснится. Если прояснится, то мед будет обязательно. Семьи сильнее все. Но в такую погоду они даже раздраженные, да? Да, раздраженные кусаются. Рамки пустые и меда практически нет. Причина всему непогода. Без тепла цветы нектар не выделяют, а пчелы в дождь не работают. Пчелкам надо работать каждый божий день. Они вылететь не могут из-за этих дождей затяжных. Взяток принесли немножко, все равно это не хватает и приходится их подкармливать. И это только на одну семью, а в семье 50 тысяч, а то и более пчел. Для поддержки на каждую необходимо килограмм 30 меда. К тому же в такую непогоду насекомые очень раздраженные. Учитывая все эти нюансы и занимаясь пчеловодством более 10 лет, супруги Голевы умело находят к ним подход. Как говорят сами пасечники, неопрятных пчелы не любят. Если нам надо работать с пчелами, как-то агрессию у них снять в ненастную погоду, конечно, там всякие меры предосторожности, вот руки обрабатываем мятой, все, чтобы мелиссой, чтобы все было чистенько, никаких резких запахов. Сегодня в их хозяйстве более 20 семей пчел. В этом году пчеловоды округа только набираются терпения. В округе пчеловодством занимаются около 2000 пчеловодов, где-то большие и маленькие пасеки. Но, как замечают они сами, после каждого несладкого года их количество идет на убыль. В холодное дождливое лето рой насекомых может просто улететь, поэтому спросом в магазинах пользуются не только ловушки для пчел, но и подкормки. В течение уже недели пчеловоды покупают подкормку, то есть в июле месяце начинают кормить пчел, потому что нету меда. И я думаю, что прогнозы нынче такие, что меда не будет. Но такая уже ситуация была. Позапрошлом году осенью приходилось кормить. Изменить ситуацию сможет сама погода. Чтобы медовый год не прогорел, достаточно 2 теплых и сухих недели. Это был менталум БДС Велич Панташам Ашин Асовнас БДС Бурсатьянла Аджишлтадж.